Hürmetli rayonlikler, Allah haftada rayonda врачебный коллегии Мерикат Калефида и Мерикатал районные больницы, поликлиники, эхримджи исон удвацра хва коллахтес меткуда и вакадин улик чу посумхры телевидение съемочная группа атанва районные больницы здесь. Канин чи визифани язва к херметло машачияр районные больницы да в поликлинике да эхримджи вахтара ханва дигишвилерик в велика месалерик танишно я. Хаик улахтик чанакаке танишат. Херметло машачияр чина районные больницы дик в поликлинике да танишно башламисла чи скорой помощи лезгичало дилаво тадик көмекти отделение для им язва больницы де джинла хатанжеда тадик көмек. Фарид Мусанифович Ферзилаев язва и скорой помощи заведующий. Час күне хөрмәтле ки отделение для ихтилафны канза и нашмут бригада вата хихтин докторлар вата хабру яри квалификации вот салла ки отделение да харика васарахипон иснар кабулжа табар хихтин начал брета хихти ки инжиклизата. Скоро медицинская помощь то что завозу межит доктор хабрака путь доктор язо высшей категории бор, путь доктор дизнавозу первой категории, коллахсо сутка да круглосуточно бригада де, помахте, кме ино презу барнеяр харджерит буржез вадя, саджере са барнеяр тош харджере вири барнеярово, помахте сутка да час жезу где-то 35-40 и атабурные вызываних ила пациентар жезво юхо сутка час. Хама хцапурла юкон журет хцапул хам хихти цифра я. Ну хама гикигата. Гикигин хита самбарк сар жезво. Нагрузка во бригада числа населения чи район Чахидио радиус 30 километров обслуживаться. Фин хтун рекин вақт хама мекон самбар жез час. Дарман ролди тадарак ролди чазакоз казана базихти шерницы конва. А вот единая диспетчерская служба лик хама налаживает ханвач хама исята жеда МЧС тани верно хабур налаживает ала а связный час ачух жеда чака связаться с компадаха. А так дарманар вири хано чкарал алазо виполкар адзигнвадия по синдромне жизненно важный препаратар вири час лик авазу книгос. Но их те адет вадия адет лала адет хану час хари коз или каколса коз экер как-то вахтар жизу. Ха и mesela ки оно их те ваджибло чкада не хикалс кез. Час авазу генератор. Если арти случай да чага кута жезо генератор чи отделение ök жезо. Час операционный блок та возоно а генератор без жезо да ök. Час. Чоса ол как гал унархай. Сера. Херветло тамашачия чо таниш зо и отделение заведующий Мемеева Мадина Муслимовна дихталас им хелбета юри район дис сейли доктор садевичи айолри улуда позна касячна хагга хабар база хримжи вахтонда и отделение дефизва алахтика. Чух сагул атана час инал ихти чусамишна чипатова атана чава чи ихти достижения калор заквес. Но зо зак алахис каменцува дисия и медицина, да. Работаю за детский отделение коллахса взорную владлага и салакулук. Но работа, сейчас, конечно, в последнее время шумудися, сон ремонтного отделения, да, вери условия арного, медикаментарный аварий дарманар, их течи больной, хочу за дармозат аватуш. Жалобы тоже особо у нас авоч зачиташ маргила в журнале записар авозу больной. За последний час
конечно, а если за их смертность на отделении, да, даже по стационару, реанимации, да, не, у нас смертности нет. План мы выполняем, то, что нам отпускает ФОМС, план задания, мы выполняем вот за 9 месяцев 2018 года на 103%. В настоящее время из отделения довоза Каниргуд Айол, но тяжелые в настоящее время. Авабур, бронхиальная астма, бронхиты, пневмония есть, 2 детей. А так почечный больной есть, неврологическая симптоматика его. А так, короче, работаем хорошо, мы довольны администрацией района, больницы руководство дал. За эти проблемы рабочие. Садыков Гульмагомед Гамзатович. Отделение анестезиологии и реанимации рассчитано на 6 коек. В отделении имеется блок интенсивной терапии, рассчитан на 2 больных. Там больные лежат с родственниками по новому приказу. Положено, если родственники хотят ухаживать за своими больными, то мы пускаем их. Так, это блок у нас здесь находится. Это блок реанимации. Здесь находятся больные тяжелые. Так, для оказания помощи таким больным у нас имеется вся необходимая аппаратура. Это аппараты для искусственной вентиляции легких. Также мониторы прикроватные для наблюдения за состоянием больного. Дефибриллятор. Вся необходимая аппаратура, все у нас есть. Расскажи, сколько врачей работают, сколько блоков квалификации, круглосуточное дежурство, господин У нас имеется 2 сестринских поста. Так, круглосуточно работают 2 медсестер и врач в отделении постоянно. Всего врачей, работающих в отделении, 6. Все врачи практически имеют квалификационные категории, опытные, давно работают. Для улучшения оказания помощи больным нам необходимо, здесь мы специально даже подготовили помещение для плазмофореза, аппарат плазмофореза. Его мы заказали, но пока еще не получили. А так вся другая аппаратура, необходимая для оказания реанимационной анестезиологической помощи, в отделении есть. Qadırlıyor. Abdülkerimova güzel yo. Havsuz hayı insan ağırına sağırına rıhkardı. Abhod dizne tayla harsa dağvı rıhadı. Stul dikvu bikeyot artsiz nimu vineyo. Un çadağayla metyo, un viridaz gerekiyor. Ahpa sistemi ftadezda zuhdo. Sistemi niktada kısan dizbiçi vereydalar mezni şerinyo biçin. Ahpa rikolçunda da zuhdo. Kehza ira kehindira kazık elif kfida bulşunar argalay bu rikalın gez esigdo. Ahpa palata diz qade bruzluhda elif çabru. Palata di qatkhana bru elif zatmat gez qada. Tukhum tara qatkhana paketto digvas qada. Сара, Томашевича, это танишество и отделение заведующий высшей категории врач Эльвира Шамсудиновна Мирзиханова Дехпулас, элбетта чи вери районных лирис чизвакася час козу гадан тарзик и отделение дехай дигишвилер. Час Эльвира Шамсудиновна кне лахан газар хренди вақтунда ки отделение дехай дигишвилер начаб брон динамика ихтиндета во и колахта қсаулих дигишвилер тум потолкес хихтин тадаракар уч бежесват жезвашта лахан Терапевтическое отделение развернуто на 45 коек, из них дневной стационар 6 койки. Работает в отделении врач-ординатор Магомедова Фериат Магомедовна, невролог, имеет четверть ставки 5 коек, это у нас Исмаилова Мадина Ахмедовна.
И 5 коек эндокринологического профиля больные у нас обслуживаются. В основном контингент больных у нас профиль, кардиологический профиль стоит у нас на первом месте. На втором месте у нас больные в основном лежат неврологического профиля. И на третьем месте органов пищеварения. Для улучшения, конечно же, хотелось бы, для улучшения качества работы, обслуживания больных кардиологического профиля, создать палату интенсивной терапии, в чем мы очень нуждаемся, чтобы улучшить, чтобы оказать полную квалифицированную помощь больным кардиологического профиля. Хирургическое отделение рассчитано на 30 коек, из них 27 дневного пребывания и 3 коек на дневной стационар. В отделении работает 2 хирурга, есть преемственность с поликлиникой, через каждые 3 месяца переходит с поликлиники в стационар. В общем, в хирургическом отделении ежегодно выполняется около 400 операций, хирургическая активность в пределах 55%. При соблюдении стандартов обследования нам желательно, чтобы имелось в отделении передвижной рентгеновский аппарат, потому что поступают больные с травмами, которым требуется до обследования в стационаре. В последние годы отмечается увеличение числа больных с кишечным кровотечением, в основном за счет опухолевых процессов. Для обследования этих больных желательно, чтобы имелось колоноскоп в стационаре. Хирургов всего 5 у нас. 3 хирурга имеют высшую категорию. Все специалисты, они достаточно квалифицированы, оказывают экстренную хирургическую помощь в полном объеме. Круглосуточно. Да, круглосуточно дежурят хирурги в стационаре. Проблем для обеспечения экстренной хирургии у нас никогда не возникает. В нужных ситуациях мы приглашаем специалистов из дома на дообследование, фиброгастроскопию, рентгенографию. Эти специалисты постоянно у нас дежурят на дому. Так, в общем-то, коллектив справляется с поставленными задачами. Думаю, что и в дальнейшем будем также обеспечить население хирургической помощью. Так, родильное отделение Сулейман-Стальской ЦРБ рассчитано на 15 коек. Отделение патологии и беременность на 29 коек. В родильном отделении оказывают круглосуточную помощь. В родильном отделении работают 5 врачей с высшей категорией и 19 акушерок. Заслуженных врачей у нас 2, все категорированные. За 9 месяцев в родильном отделении было 155 родов, перинатальной смертности нет, материнской смертности нет, беременных в районе и родов стало намного меньше. Это связано с социальными проблемами. Многие семьи из-за безработицы уехали в города, другие населенные пункты. Отделение патологии беременных оказывает тоже круглосуточную помощь. Туда поступают женщины с кистозами, анемией, угрозой. Им оказывают круглосуточную помощь. Работает 2 врача. Для улучшения работы нам необходимо, чтобы работали на местах, ФАПах, ФП, врачебных амбулаториях и заблаговременно направили в родильное отделение для оказания помощи. Hürmetli tamaşaçı atanma инфекционное отделение, им виридас малым терволих кретен отделение, ала вақтанда заведующий Саида доктор, чикадолач отпуска давазова, анда чикарисят визифия, тамам арза Халидова Салихат Ахмед Расуловна, чи авар халди векил чи сас
Час күй отделение физико-галактика ханва дигишвилерка эхримжи вахтара и нечабру кадар гза тимилжизанеха эхтлата унгазакне советах. В отделении работает 10 медицинских сестер. Отделение работает на 2 поста, внизу и наверху, 2 этажа. В отделении 25 коек, на 25 коек рассчитано, боксированное отделение. В каждом отделении имеется у нас сделан капитальный ремонт. В каждом боксе имеется свой санузел, своя ванная, все условия имеются. К нам поступают больные, в основном это кишечная инфекция, летнее время. Также у нас есть хронические наши больные, диспансерные наши больные, гепатитные больные, тоже поступают. Ну, они делают, конечно, свое лечение каждый год 2 раза. Вот. В отделении обслуживается весь район, Сулейман-Стальский район. Также мы можем обслуживать и Хивский район, и Куравские больные у нас бывают. Вот. Дежурный во время... Ночное время, да, у нас обслуживает дежурный врач, всегда есть дежурные 2 медсестры и 2 санитарки остаются. У нас, значит, в 2015, по-моему, году был совершен капитальный ремонт в всем отделении, полностью был ремонт у нас. У нас появился КИС-кабинет, функционирует КИС-кабинет при отделении, вот, его возглавляю я. Так что, если есть амбулаторные больные, они проходят через КИС-кабинет, только потом поступают они к нам. Это то, что у нас новое, то, что у нас есть, появилось. Вот. Что касается оборудования, у нас все, что нам необходимо, мы получаем. Есть, конечно, что не достает, но я думаю, это будет в ближайшее время. Мы с этим тоже... Бак-лаборатория, да, функционирует у нас бак-лаборатория и педслужба работает, так что наши 3 звена мы работаем согласованно, стараемся работать согласованно, как получается. Что не хватает? Нам? Да. Нам сейчас не хватает, единственное, наверное, еще кварцевые лампы нам не хватает. Если у нас будет функционировать палата интенсивной терапии, конечно, туда нужно будет тоже свое оборудование, но это мы со временем согласуем с главным врачом, и, я так думаю, будет готово. Спасибо, удачи вам. Тамашичиарчу Пезуачи районные больницы Инар Хазурза Блоктис, Ина Эхримчи Исал Каняйке Дигишвилерхана ремонтарно, Вахагне Пчерихти Тадаракар Пачунова. Хельмехлу Тамашичиарчу Танижесва и пищеблокни заведующий Абакарова Джамиля Султановна Дихклас, Ассаламу алейкум. Ремонтарно чаза козо ки колахтика чаз ихтилатон газа исята чу гавурда урвол исята чолачка кинар апазачка и ки колахтика кез аунва эхринчи ремонтика ки пешекарика ки тинрика минутка аик галагалава. Сейчас кезлуго ремонт аунва не капитальный, а текущий ремонт у нас сделан. Сейчас вот на данный момент чайно Катканова 143 больных, из них в детском отделении 7 ухаживающих. Ну, меню раскладка дисклигна, чей норматив дисклигна изачена, чей гарикон, 4-разовое питание, часовади. Ну, продукты равозу, час писач, одаво, верижа за штани, по диетам, по столам, на гузо, сейчас общий стол, сидящий стол. Пешекариас книга зубят инролки риза продукторов Розия, авакас. Вот сейчас гуд работников, повар, кухонный рабочий, оборудование, хкан час, ремонт лук, посуда час в полном объеме аво, продукты аво. Склады у нас, овощной складовой час, продуктового, холодильное отделение отдельного. Оборудование вот сейчас полностью. Я не могу сказать, продукты тоже качественные. Сертифицированы, да, все документы отверигалось.
Hürmetli tamaşaçılarına больница дехталас görüşmüşkün Аталкарно ise течатано районде поликлиника лечи. Ина танишвалчи и поликлиника де фаетла в регистратура дела başlamışsa. Hürmetli tamaşaçılar şu поликлиникаден заведующий Алиамар Мевлюдин Мамедович Ахлас танишзо ада чу санлакачула поликлиникада ханва дигишвилер ихтилас ва ханва тадар ихтилас танишада ва ихтилатта. Yoldaşlar, Süleyman Starski rayonu поликлиникаде пока мы межидала няня Рубудолди Колахсова. Суббота дезнече поликлиникаде сати межидала несение Цепадолди Колахсова. Час дежурный врачарова, терапевт, педиатр, регистратура Колахсова, лаборатория Колахсова, стоматолог Колахсова, жезлади инсанар, рабочий кариза гакти забор, хакимя шабуюр, суббота дезнече поликлиника Колахсова, очередь даравоча, врачарный велич Карл Жезова. Чи поликлиника де иканкане кавишкас Кабулзова. Чи поликлиника да цей рентген аппарат, УЗИ аппарат, ЭКГ аппарат, хканвации желудок, кишечник проверки да ФГДС аппарат Авозова. Чи лаборатория, БАК лаборатория, биохимическая лаборатория, клиническая лаборатория, вери лаборатория, геректир анализарне Аизова. Чала алакти изва анализар чина Махачкалдиз Ракурзова. Хар вацара или пуд вацара ласадра час хар джуре акциярны жезва раковые ничавелер ахтармишта хакимя цемжидлаха цеквидлаха октябрьдиз час мат цеквидлаха кадла октябрьдиз час мат акция ва рак молочной железы хакимя за чи райондин дишелериз яхсур исханва яхсур ис адлавнел хана дишелериз и верза ваша чинакез обследование и да маммография и да акти обследования авачас хада заранее жезани чавелер выявляться акимя чи талабоя шабойор чо хамиша кюкулук да пазис хазури. Сулейман-Старский район расположен на низменно-предгорной территории Республики Дагестан. Граничит на севере и на западе с Табасаранским и Хивским районом, на юге с Курахским и на востоке с Маграмкентским и Дербенским районами республики. Площадь нашего района составляет 666,3 квадратных километра. В муниципальный район входит 16 муниципальных образований со статусом сельских поселений. Население района составляет 56 219 человек. В том числе взрослое население 41 тысяча и трудоспособное 33 702 человека. В государственном бюджетном учреждении Республики Дагестан Сулейман-Старский ЦРБ все структурные подразделения имеют лицензии на занятия лечебно-профилактической деятельностью. В состав ГБУ РД Сулейман-Старский ЦРБ входит 39 структурных подразделений. Стационарно 167 коек круглосуточных и 20 коек дневного пребывания. Одна участковая больница совхоза Гериханова на 5 коек круглосуточных и 5 коек дневного пребывания. Поликлиника на 200 посещений в смену, 9 сельских врачебных амбулаторий, 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 16 фельдшерских пунктов. Для оказания лечебно-профилактической помощи населению нашего района работают 96 врачей и 380 средних медицинских работников. В соответствии с планами, которые утвержден Министерством здравоохранения Республики Дагестан, мы работаем в соответствии с этим комплексным планом, который регламентирует приоритетные задачи на улучшение медицинской помощи населению Сулейман-Старского района. Это достижение целевых индикаторов, определенных в указах президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения, укреплении материально-технической базы лечебных учреждений, эффективное использование ресурсов, рост заработной платы медицинских работников и развитие первичной медико-социальной помощи. Повышение эффективности скорой медицинской помощи является одной из главных задач.
повышение квалификации медицинских работников и укрепление кадрового потенциала тоже является одной из главнейших задач здравоохранения. Целенаправленная работа медицинскими работниками проводится по целевым программам, таких как безопасное материнство, здоровый ребенок, вакцинопрофилактика, борьба с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Все эти программы, все эти приказы, они должны обеспечить сохранение и укрепление здоровья населения района, снижение смертности и улучшение демографической ситуации. По оказанию помощи первичного звена в последние годы происходят существенные изменения. За последние 4 года построен новый ФАП Средний Тюг, Шхыркент, Сеттеркент, Артасталь, совхоз Гириханов, 2 отделение, и текущий ремонт проведен на ФАПе Ашагасталь-Казмаляра. Это все создает условия для того, чтобы медицинские работники оказывали достаточно на высоком уровне помощь, и чтобы медицинские работники работали в условиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Отделение скорой помощи, которое работает у нас круглосуточно, в своем штате имеет 8 врачей, которые работают по 2 врачебные бригады круглосуточно и столько же средних медицинских работников. Конечно, они обеспечены и транспортом, хотя транспорт подлежит тоже обновлению, но показатели, которые имеет отделение скорой помощи, они соответствуют средним нормативам Республики Дагестан. В реанимационном отделении у нас работает 9 квалифицированных врачей-анестезиологов, реаниматологов. Они работают круглые сутки тоже на дежурствах. Один врач-реаниматолог на дежурные в отделении и 1 врач на реанимобиле. Круглые сутки дежурит эта машина для оказания помощи на трассе М-29. Детское отделение стационара, она имеет 29 коек. За этот период, за 9 месяцев, через детское отделение прошло 526 детей, и 95% они выписаны с улучшением. Показатели тоже неплохие. Хирургическое отделение рассчитано у нас на 25 коек, прошли 556 больных. Оперативная активность лучше, чем в 2017 году. Терапевтическое отделение у нас является самым передовым отделением, и по количеству коек 45 больных. 872 больных выписаны из отделения, возглавляет отделение опытный врач Мирзиханова Лилия Шамсудиновна. Родильное отделение с патологией выписано у нас 826, тоже 45 коек. К сожалению, в последние годы рождаемость как и по району, и как по республике снижается, но работа, которая проводится в отделении, она тоже заслуживает уважения. Инфекционное отделение у нас работает на 25 коек, выписано 420 больных, но это отделение, конечно, нельзя планировать, снижается в районе инфекционная заболеваемость. Это говорит о том, что медицинские работники и вообще благополучие в районе по санэпидсостоянию, оно улучшается состояние воды, водоснабжения. И я думаю, работа инфекционного отделения, она постоянно на контроле. И поликлиника, которая принимает больных в 2 смены, на 1 смену, 200 посещений рассчитано больных. И поликлиника оснащена оборудованием, кабинетами, есть биохимическая лаборатория, бактериологическая лаборатория, клиническая лаборатория, имеется рентген-кабинет, имеется УЗИ-диагностики кабинет, имеется кабинет маммографии. И все это создает условия для того, чтобы больные, которые приходят на диспансеризацию, которые приходят для проведения профилактической работы по участкам, они получают достаточно должное внимание со стороны медицинских работников. Одной из главных задач у нас является работа по санитарному просвещению.
работа по санитарному просвещению, она ведется для того, чтобы жители нашего района проводили здоровый образ жизни. Потому что по статистике 30-40% здоровья жителей зависит от них самих. Какой образ жизни они ведут, как они относятся к своему здоровью, от окружающей среды. Поэтому мы все должны делать для того, чтобы объяснить жителям нашего района, чтобы экономика района росла, чтобы демографические показатели улучшались показатели рождаемости и снижалась смертность. Мы должны в этом вопросе работать. Мы и работаем, потому что каждый четверг, каждой неделе мы проводим санитарно-просветительную работу по телевидению. Значит, выступают врачи по злободневным вопросам, оказывают эту работу, значит, оказывает она свое действительно и влияние на жителей района. Люди благодарны за то, что специалисты освещают вот эти темы, которые нам необходимо освещать. И я думаю, эта работа будет продолжаться. В сентябре и в октябре запланированы были уроки здоровья во всех школах. Это очень важно для того, чтобы дошкольники и подростки, которые у нас до призывного возраста, они готовили себя, значит, вооруженные силы и вообще к учебе, к жизни, чтобы они могли быть здоровыми. Потому что основа здоровья закладывается в детском, юношеском возрасте. И вот эти все вопросы, которые у нас приоритетные, они направлены для того, чтобы, как было сказано выше, чтобы жители нашего района, как и в указах президента России, и то, что там, значит, были приняты по пенсионным вопросам, возраст женщин и мужчин продлевается пенсионно до 65 и 60 лет, говорит о том, что есть резервы для того, чтобы мы могли жить долго и работать на благо, значит, нашей Родины. И вот намечается у нас выездная коллегия 12 числа в районе. Выездная коллегия – это очередной этап развития здравоохранения, так как Министерство здравоохранения на основании анализа той работы, которая проводится, значит, главными специалистами на основании наших отчетных данных, ставит перед районным руководством здравоохранения и перед врачами новые задачи, чтобы мы могли устранить имеющиеся недостатки и на должном уровне, значит, оказывать помощь жителям нашего района. Конечно, мы будем принимать дополнительные меры по улучшению этих показателей. Резервы всегда есть, и эти резервы будем использовать.